Глеб Семенов. Азамат Куличев. Певцы, композиторы, исполнители их песен. Хасан Кубиев. Абуаджан Кульчаев. Друзья, раньше застойные времена, когда была диктатура партии, прямо скажем, хотя мы все сами родом оттуда, мы говорили, партия – это ум, честь, совесть нашей эпохи. Я бы хотел сегодня сказать, и тогда, если была бы моя воля, что именно интеллигенция является умом, совестью и честью народа. Потому что это лучшая, передовая, самая подготовленная часть народа. Это те люди, которые в ответе за весь народ, за его настоящее, за его будущее. Поэтому в нашей многонациональной семье профессора, преподавателей, сотрудников, студентов я хочу еще раз подчеркнуть эту мысль. Вы, наши студенты, будущее народов нашей Карачаево-Черкесии. От того вы, какими выйдете из стен университета, от того, как вы будете дальше работать над собой, от того, как вы будете защищать интересы многонациональной семьи народов Карачаево-Черкесии, будет зависеть будущее наших народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Вы, наверное, слышали, мы тут проводили недавно собрание интеллигенции города Карачаевска и Карачаевского района. После встречались с интеллигенцией города Теберды и поселка Домбай. И еще ряд очень больших интересных задумок. Наша задача поставить заслон, крепкий заслон вот этой преступности, безответственности. Поэтому мы в городе создали городской совет старейшин. В университете создали университетский совет старейшин. Такие же совет старейшин будут созданы во всех населенных пунктах. Я вас убедительно прошу, профессорско-преподавательский состав, аспиранты, студенты, активно включиться в эту работу. Мы в ответе, мы единственный в республике государственный педагогический университет. Педагогический. Мы воспитываем, мы должны воспитать образцов, лучшую, передовую часть интеллигенции нашей республики. И это одним усилием ректората, деканата не решится. Для этого
совместные усилия всех преподавателей. А нас много, 300 человек. Нужны совместные усилия всей интеллигенции республики. Это отряд интеллигенции, учителей, медицинских работников, техническая интеллигенция, инженерно-техническая интеллигенция, предприниматели. Это мы в ответе за будущее всех народов нашей республики, за будущее нашей большой родины Российской Федерации. И в плане проведения вот таких мероприятий, направленных на нравственное воспитание, является вот сегодняшнее наше мероприятие, встреча с писателями, поэтами, композиторами и певцами города Карачаевска и Карачаевского района. Их творчество интернационально, их творчество высоко нравственно. Может быть, вы с ними часто встречаетесь, мимо проходите, не всегда оцениваете или недооцениваете. Я их имею в виду Азрета Семенова, Азамата Суюнчева. Знаю не только по их публикациям, знаю, сколько будущих книг поэтических и прозаических лежат на полках из-за отсутствия средств для публикации. По крайней мере, готовых для публикации по 5-6 книг материалов. В наше трудное время, вы сами понимаете, еле, значит, выплачиваем заработную плату, стипендию, значит, такая обстановка не только у нас, а во всей Карачаево-Черкесии, во всей Российской Федерации. Но я оптимист. Я уверен, придет время, все то, что есть в духовном потенциале наших писателей, поэтов, все они будут опубликованы. И мы будем радоваться их творческим успехам. Мы будем в этих книгах прозы, поэзии черпать себе мудрые мысли. Они сегодня с помощью вас, студентов, ознакомятся со своим творчеством, и вы получите большое удовлетворение. На этом я хотел завершить свое короткое выступление и пожелать уважаемым гостям успеха. Добрый путь и видео. 1997 год является знаменателем для нашей республики. Карачаево-Черкесии исполняется 75 лет, а нашему родному городу 70 лет будет в ноябре текущего года. Наш город является необыкновенным. Это колыбель нашей культуры, просвещения, литературы и искусства. Такие, как родоначальники нашей литературы Исаак Каракотов, Азрет Курченов, Хасан Аппай, Ахбота Тошкарова, Исмаила Седова. Вот я, придя в этот город, еще юношей видел их всех. И мне сегодня приятно, чтобы их имена звучали в этом родном городе. То есть подумайте, Каракотов, Исаак Каракотов, первый поэт, который выпустил книжку на арабской графике на родном языке русской типографии. Это подвиг своего рода. Не все было гладко в истории нашего народа.
И мы прошли этот тернистый путь. Если взять так, Господь Кочкаров родился в 1834 году, он является почти ровесником Пушкина, Лермонтова, а Толстого умер он в 1940 году. Нам посчастливилось это видеть, и мы, стараясь продолжить их традиции, песенного искусства, стараются работать в литературе. Я родился в семье творца, сказителя, который мог рассказывать целыми днями и ночами авторские сказания, песни. Я впервые, будучи еще ребенком, вчера услышал сказку о рыбаке и золотой рыбке из уст своего отца. Потом лишь узнал, что автором является Александр Сергеевич Пушкин. Андрей Семенов посчастливился еще больше. Он родился в семье народного поэта Карачая Исмаила Луковича Семенова. Из детских лет молоком матери питал песни родного народа. Я не знаю судить. Вот тут моя награда. Сколько сделано у поэтов, нет секрета, все сделано на виду. Но то, что нам не удается до сих пор выдать на горах нашей рукописи, мы также, Аскердаев, надеемся, что времена придут другие, когда наши труды увидят белый свет. Сегодня участвую. Впервые мое имя было скромно вошло в литературу родную. Я говорю это по правде под буркой Лермонтова. Была издана книга избранных произведений Михаила Юрьевича Лермонтова, перевода карачаевских поэтов. И 17-летний ваш покорный слуга, начинается сборник от Исы Каракопова, кончается моими скромными переводами Михаила Юрьевича Лермонтова. Вот я и хочу прочитать, там есть одно маленькое стихотворение. Горные вершины спят на мгле ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. Я перевел это небольшое стихотворение вот. Джуплайна тау вошла, караңға кеше, шоша зәлле толдуан, мұтылыққа көче. Қымылдамайды шапырақла, бұғыламайды жол, сен де сауырса ашықма, бір кесек сабыр бол. Вот интересная судьба наших авторов. Конечно, я начал писать сначала на родном, а потом переводить с русского, а потом получилось, что я стал писать и по-карачаевски сам, и по-русски. Я вот прочитаю вам сначала стихи на русском, потом, нет, сначала на карачаевском, потом на русском. Карачай шахарма. Тансық болып көктен бері бірді шыдап көз алмай, шаһарына мен келем екеңнен қарап көз алмай, бал таратпай шыдып таула, ник тұрып сүйеліп, енші саламмен береме қауларына. Оған суға темерді, жақсашы бетелі, жылтыратып толқынлары, су мұншақтар бүкелі, бұлай қарап көргенімде, мен болған мұншақтарын, бұл суға бауырланып келшілер құшақтарын. Haydi yaşına çak şakarın, gök su orada ayılıp, seni başka şakarlardan gök suyuna ayırıp. Героями наших произведений являются
своих народов. Потому что жизнь наша проходит в семье православных народов России. Вот такая тема о летчике, погибшем, защищая Абхазские перевалы. И старался я отразить в своей балладе о горном орле. Ранним утром солнышко встречая, слушая ручьи теснину скал, и на ловец чамами скорочая, на зеленый горный перевал. На вершине, где ледник искрится, различил он в зеркале стекла, будто в лед печатан коврик птицы, крылья распростертого орла. И, поднявшись под небесным склоном, пред собой вдруг увидел он молодого летчика в погонах с красной звездой снегохода. Недоступен воздуху и влаге, вычеркнут из списков и анкет, словно бы в хрустальном саркофаге пробежал он 20 лет. Русый волос, длинные ресницы, строгий очерк русского лица, вырубив кинжалом из гробницы, приподнял шаманского бойца. И на жестокий бой представив сразу, он открыл потрепанный планшет, карта осажденного Кавказа, синеглазой девушки портрет. Люди, благодарные герою, памятник воздвигли на скале, кто народной памяти достоин, тот живет бессмертно на земле. Юноша, он стал пред нами пылью, в мраморе, черты его светлы, и летят над ним, как эскадрильи, чуть снижаясь, горные орлы. Вручали герою звезду золотую, Харуну Богатыреву. Майор батальон свой стальной вел в атаку, как сказочный всадник в железной броне, 7 раз выходил из железного танка, сжигая врага в дыму и огне. Когда я его вызвал срочно к рыбалка, в раздумье стоял едва командарм: «О, Богатырев, богатырь ты мой славный, возглав переправу, сказал генерал. На том берегу и кругом и высоком стрелял супостат и стонала река, но группа комбата пошла темной ночью, проплыла на лодке, настигла врага. Вожак тот майор, покоривший высоты, письмо получает от мамы родной, безмедями меня лишь наш род. Мой сыночек, где ты, что с тобой, отзовись, дорогой. Народ твой безвинный из гор карачая изгнала с Кавказа жестокая рать. Я в Азии в ссылке в нужде умираю. Прощай, мой сынок, мне тебя не видать. Он взором случайно коснулся плаката, зовет сыновей своих родина мать. Вдруг дрогнуло сердце, гордое сердце комбата, увидел любимый он матери взгляд. Приказ был тот час, засветились все лица, указ о наградах читал генерал, и сам, подойдя, он к майору-танкисту груди золотую звезду прикреплял. Звезду дорогую вручали герою, но с радостью вместе витала печаль, а мы там мужскою, скупою звездою, на солнце стала не только медаль. Заметив в слезах командира впервые, все думали, как за награду он рад. В строю-то не знали, вся боевые, что воин оплачивал старый мать. Горы мои, корни мои. Я люблю простор широкий и большие города, но всему приходят сроки, возвращаясь вновь сюда.
Здесь зеленые долины, здесь хрустальные ключи, белоснежные вершины, солнца яркие лучи. Чистый снег в горах искрится, бурно плещется река. Здесь рождается, как птица, сокровенная строка. Я сосну возьму в объятия, я примену к ней, как к сестре, тополя отмыли платья, лес подарит посох мне. Мне дождь поставит плещи, солнце бубен золотой, в небе южном звезды светит, как светло дрочит и бой. Чтоб строка, как скрипка пела, сердце радости и боль, я возьму сосну и ели, вековую канифоль. И стерплю друзей упрек, как живешь в лесу в горах. Я живу здесь, слава Богу, как столетник на конях. Вот есть мы Есенина. Мы так культуры наших народов, в особенности со времен нацкого эпоса, нацкий эпос, это героический наш эпос является общим достоянием всех народов Кавказа. Вот с тех времен и в наши дни наши культуры взаимно обогащаются, и в первую очередь на нашу литературу имеет влияние, конечно, великая русская классическая литература, произведения современных авторов. Вы можете это ощутить в моих скромных стихах и стихах моего собрата Петру Андрея Паутенова, который тоже прочитает вам стихи классика русской в собственном переводе. Я позволю процитировать. Вот есть у Есенина «Белая береза». Белая береза под моим окном принакрылась снегом дождь серебро. Вот с этой стороны я береза. Шылма алю акхай, тереземе тиеди, волкан жауганы сайын күміш жеткен киеді. Түклі болып тұташла, қар суырла айырып, ақ шашақты ұшықла, көп жанынан салынып, баш қаратып сұрап, жүйелік сөз тұрады, қар бұршағы жылтырап, алтын отты жанады. Айланып көпті керек, елгіп таң атады, жаңыдан қайып керек, ақсы күміш суға батады. И позвольте мне еще прочитать вам такое стихотворение, которое является также моим ориентиром. Спеши творить добро. Промчится юность словно конь, и не угонишься за ней. Но впереди ее огонь. Спеши творить добро скорей. Красивый вот полет орла, коль высоту набрал так лей, не вечно молодости пора. Спеши творить добро скорей. Пусть разольется широко река большой судьбы твоей, хотя до устья далеко. Спеши творить добро скорей. Мечта стремится в высоту, но у тебя все меньше дней. Дарите людям красоту, спеши творить добро скорей. Я хочу попросить, чтобы сейчас мой друг, мой соратник по творчеству, дорогой наш Хасан Кубиев, исполнил несколько песен на моих стихах.
люди всей планеты. Идет безумная война. Война навязана приказом, самонадеянный гвоздей. Льется кровь город Кавказа, бегут северных полей. Кричат на мире минареты, тревогу бьют колокола. Проститесь, люди всей планеты, идет безумная война. Людской войн беспредела поет на трупах друга, и по тактическим прицелам кружатся черные снега. Кричат о мире минареты, тревогу бьют колокола. Проститесь, люди всей планеты, идет безумная война. Сжигает память пыль бомбей, когда горят дома дотла. Неужто образ Прометея в плену нового орла? Кричат о мире минареты, тревогу бьют колокола. Проститесь, люди всей планеты, идет безумная война. Кричат о мире минареты, тревогу бьют колокола. Проститесь, люди всей планеты, идет безумная война. Проститесь, люди всей планеты, идет безумная война. Слава Богу, сейчас вроде эта война приостановилась, но надеемся, что это навсегда. А это было написано в те горячие времена, конечно, но возможно, эта песня сыграла свою роль. Следующая песня «Дороги», она более веселая, про любовь. Мы немало пробегали
известной певицы, исполнительницы народных песен Абуладжан Карчаев. А потом вы второе отделение. Altın kanatlı
seni körgüsken küzgü. Beni sarhoşum çaykalgan koban, sen anına kutun almazı. Tansık bulama men sana sensiz, salkın tanlanı ayazı. Suğa karasam sulu içinde, taşa karasam üstünde. Süymekli küzgü bu düğünlükte, seni körgüsken de kar çeledi. Havaya dolkunlar bulsa da yönlülük dolkun olmaydı. Keçi rahat cuklap dursam da tırsınım kelip koymaydı. Suğa karasam sulu içmedi, taşa karasam üstünde. Süymekli küzgü bu düğünümüdü, seni körgüsken de kara çeledi. Yüreğimde uçaktın, boğup mu düşün karnını? İlyada bir damızı alemen midin aranmadı. Bu ay güçlü damızını Cürüsünde kaydan taptın. Beni kirpi söyleyese yüreğimde ne hocaktın. Geçen günüm tansıklıkta, seni külünü rahatmadı. Erdinin yırdadı gede, bu ketmezlik konakmadı. Sen akansan eyleyesin, gözüne düşen dörde. Vur beni gülenin, mangatenin kaysası. Bu ay güçlü damızını Cürüsünde kaydan taptın. Beni kirpi söyleyese yüreğimde ne hocaktın. Körün kulağı söyleyese yüreğimde ne hocaktın. Hem de seni bir bulanın bir balan, kol ayaktan sen uçurgan kanatlı. Tau başlanan karaçay, gün kesekçe körüllerini gözleri. Künye yoldaş ayga karnaş karaçay, minni tavun ışşanılını biri. Tau başlanan karaçay, adam kıla salamlaşa soruşa. Miyik yerini saylagansa tuğallay, sen düşmesi o tahtadan alaşa. Tau başlanadı karaçay, adamlığa köçedile şartları. Tau başlaca çal bulsa da başları, gök yaşayla ucuklandı kartları. Tau başlanadı karaçay, erken soluy karaçay, narat hava tükürekki alamat, örüş yerden cürüş algan tau yurtum, gökte basış salgan gibi tabiat. Tau başlanadı karaçay, kuş bolayım kuşlak olan kayarga, kol ayazdan sen uçurgan kanatlı, ömürlükке uya saldın cahana. Meni cerime çişiriları, çağanak kansı olsa da yolumuz, kaytıp gelip ot cevabızı, otun candırdı oğul kolumuz. Meni cerime çişiriları, bir sayı göksüzlük sınatmagan, bir onsuz partının yine sakar
adını kıyın gün dışına atmagan, meni jerime kişiruları, aklına sıyla jürek kılları. Atımızı bastıp aytallar, cırçılanı em ayrıcıları, meni jerime kişiruları, o siz neyce kıyınlık çektigiz, yaşla evlendiz yaşlarınız, uruşta ölüp gözyaş döktügüz, meni jerime kişiruları, tuğan jerden günahsız üzülüp, uzak sırtlada kişi yurtlada, İncildigiz çaçılıp dögülüp, meni jerime kişiruları, dik durduğunuz düşmanlar bükülmeyin, tuzakta ötelikli ömürgüz desele de, sözdügüz dünülmeyin. Meni jerime kişiruları, sabili taba analık ettigiz, üzülmez üçün cenni yüzünden, yüzüne tukumumuz üzügübüz. Meni jerime kişiruları, kim dolu cezar kadarınızını, cumşak namazlık edip ceyama, siz ne alırız acırımı? Поэта, композитора и певца Исмаила Семенова, его старший сын и продолжатель его творчества Азрет Семенов. Sıylı kardeşler, Hazretim sözünü başla, beri gel 8 ay tayımanı, yüreğim talpayıp uçunup canım. Tavmırza, karamından karabadan toymaz derçe, tu ötü, üstünde can koymaz derçe, tepsey duran Allah bilezirim bulsa. Omak olup bay kişinin yaşı gibi, altın kereğimi salıp annem inip, korkmazlığa ciğin toyva salıp barsam. Çıkırdatıp sampal tartıp, zangırdatıp yorak atıp, at oynatıp, toylu oyunu barınca açıp, erkek çırılda mennem kaçıp, aklım bula üge kirip bayrak alsam. Toy canlıdan kuralsa, tuş tavmırda tuş deseli, çoktu bir gün senden oldu iş deseli, unamasam. Koymasam sonra düştüm. Boza yakına geldirseli, iş deseli, unamasam. Koymasalar, sonra işten. En tepsede tatsalar, unamasam. Sergeme pek talpsam, çıdamasam. Ben tepsesem, sıyırsalar mı talayımız? Ayrılıp pek soğulsa sonra kolumuz. Bir zamanda baygın çıksa töz almayın. Şunu da tamamen tepsesek, söyleşmeyin, karambula belki versek, olda men de andan göz almayın, Petrovalay, bay üstüne gelgendi de, buğa çaştı gebelerini de yendi de, yamanyandı, vuruşkandı, çekirgendi, ne bereket, yaş uyattı boğandı da, baydığını da, toyunu da koygandı da, ölüm kara, buğa taba sekirgendi. Bu Tavmırzan'ı kaparı yedi. Kesimi de vardı Allah'ı kaparım. Hayt devircilik veresekiz, kesimi kaparımı da kayıp. Bu cihilgan cemaatı kaparaysam, ayt hanıma sağ bol degen cevap aytsa, kaparımdan kesimden de dönmeseli, oy zamanını zehirleme demeseli, sözün serge, gözün cerge bulmasalar, manga taşa, şıbırdaşa durmasalar, esne teke kalkı etmeseli, biren çıkıp gitmeseli, canatsalar, harf etseler, harf dursalar, ent devrek de dursalar, anca sayın aytıp barsam, ahırında barısından kuandırsam, ana tilki, tavat etki başvursalar, ent de bizge kere duradır ettir, cılı, carık aşırsalar. Yani tepse bilmez, tepse töresi koyabilmezdir. Ben bir başlasam koyabilmeyin adetim vardı. Alay gösteride hiç kesin tanıtır. Belki adam kalsa da zalda barda çıkıyor, daha da olsun olur. Barımızda da sabiyle de, kartlağa da, yaşlağa da barımızda da gerekli bir zat vardı. O, ben anamla söyleyeceğim, gelip duradım. Siz
tınglağız. Bu ana dilim degen. İşte. Hey ana dilim, kefe barasa, arıdan arı, keriden keri, buldu daymanın tekeş düldü, ket, kayıp töylün, kızına dedi. Ben sana savaş etkenim sayınlar altınızda düşüyor desime. Meyli dilimde senice süngüp baradı değil mi amikesini? Var edi seni de bir zamanın kopkalı cayça, bitimli kaşça, harkim de suya silay balsırda sen dil boğanlı barından başça. Bilip de deyse başka dille de söz kakalmaya söyleşir için. Gerekli anlatırga yetişiydi taşıgan küçüğün. Anne şahat seni bilgelle bizge savgaka koygan zatları, cürökte sayın cazılgandırla o savgalanı keskin atları. Börü bile kiştik, türkü bile parga, soldan paçanı ginaz gibi dolu, iblisle o eylesimli cere, Türk güçlerinden artık kıla durun. Şu tüzün bir ay bu olundan, kıçı turmayın keli borluğuna, ziyadalı mı sayın tamakını, kara kübürünü, ne safiyatını? Sen tazalıktan, terilikten de bola bola seyirlikten nerek, ne süresen canlı tölüge, olmaysa değil artık bir gerek. Teminden haber sorup kızına türdürek cevap aldı mısına? Mağmaca tadı züreyyi bila, papaca tadı züreyyi bila. Ben kulak diktim, o sesi bana, mavlay oldu anglatan. Maddejit serttim, papa poçkamı, yaprağı dalayı ikiz doçkamı. Baranıla dedim kesime, terçi çıkçığa bitti üstüme, iki kulağım duydu öttüle, ben simsiredim alak ettile, öttü burnuma tuttu davusum, bu mene bulçum, ben cadıyçusu, doçkalarında cürdüm kolumun, balaydı senin bir gün bolumun, seni bilgelli adlamaz bola, gerekliyse gereksiz söz etil dorun ala, sen bilmegen kolunda balta, conmanın sayın nefes yakata, kulak suyuncu dep cazdı basma, koçkanın akırdı dep cazdı basma, arkayınge iydi kırmıkını, uvadık ete kurbak çıbıkını, önüne tavuşun düz kurayalma birbirimizge bolamız gırkı, hara desek de, komuk desek de, karım desek de, cazamıdırkı. Hırreyt degençe gerekli sözü sakat bolola harif kıtlıktan, filini bayraktan başlamadırlar, hayırlanmayla izlen yokluktan. Arık deseli ilifin işsizdir. Altın sineğiyle altın nuruna, biz ne deyin söz vursa bulmaz, bula köklüle, bula cangalar. Vorunsuz maktav, boyumsuz sultav, poezyanı ettiretil kav, proza ise andan da bıktır, birinin al da birine tuttur. Sizde de yesen ekayım tüzün, bara